Заревом пламени охвачена вся территория. Расхожая фраза «спички детям не игрушка» вполне применима и ко многим взрослым. На место возгорания сразу подоспела бригада пожарных. Огонь удалось локализовать вовремя. Пал и пропал. Неопасные с виду пожары оборачиваются вот такой большой бедой. Икашево, улица Вишневая. Из-за сильного ветра огонь быстро распространился и до этого вагончика, от которого сейчас остались только обугленные дощечки. В воздухе гарь, а в глазах печаль, а всему виной злополучный сухостой. Повезло, что вагончик был нежилым. Если бы пожарные не подоспели вовремя, пламя могло бы приобрести куда более серьезные масштабы. Огонь охватил деревянный забор и направлялся к соседнему дому. Элмар Чербижев в это время находился внутри помещения. Не сразу понял, что вокруг все горит. Я дома сидел, отец вышел, сказал, что участок горит. Я выскочил, схватил ведра, там набрал несколько ведер воды, потом смотрю уже под вагончик. Вагончик не жилой был, под вагончик уже костер зашел. Я шланги протянул, здесь бросил шланг и вон туда, чтобы где газу не попало. Там немного начал поливать и с этой стороны тоже. Разгорелся очень быстро, это прям какой-то, не знаю, кошмар. Я вот выскочил, когда вот здесь немного горел. Костры дымили и через несколько домов. Ситуацию усугубляют сами же жители. Это, кстати, уже второй случай на одной и той же улице. Деревянные пристройки тягичи. Целател духие пожарные хаткайшираса, давай подручными средствами, давай ему щитовой дом диагат ханзвязи хадуа шанчи халотияна. Цадая юдер бос мамчи ёкин бос мо да юдер. Цуда ярч халотия да ухчари да он чодир дорт хва сходы жо юртышк. Сходыш хар сходыш участвует до. Бо умлетели на давало. Последствия жирижу, барденш последствия не вагончик яга ехали. Так, не строительный материал женовостройки. Харсагу хай шилят амуели дохчели ардыкели стройки или кеслуж ми стройки знаю. Строительный материал жуак не. Прошлогодняя трава как потрепанный временем ковер. За ненадобностью его лучше просто выбросить, а не сжигать. В этом месяце зафиксировано 15 пожаров. Из них 13 произошло по Назрановскому району, 2 в Назране. В основном этим злоупотребляют жители частных построек. Еще один резонансный случай с сухостоем произошел на днях и в селении Майское. Возгорание вагончика с последующим распространением огня на жилой дом. К счастью, пожар удалось локализовать. Однако многие ошибочно продолжают думать, что если взять в руки спичку или зажигалку и поджечь старую траву, то это пойдет на благо природе. Якобы огонь прогревает почву, стимулирует рост свежей травы, удобряет землю золой, избавляет от клещей, создает полосу отчуждения для защиты от пожара, который может прийти со стороны. На самом деле пал вещь опасная. В сухой траве обитает большое количество организмов, от одноклеточных животных до млекопитающих. Почва юагерия, почва, она сама живая почва. Живая ми, десятки, сотни, тысячи жизней находятся в этой почве. Она поэтому называется как среда. Она не просто под почвой лежит, там дальше грунты и прочее. Мы их не называем живой средой. А это живая среда. Поэтому пожар, соответственно, уничтожает все. Обугливается эта почва, качество его уже все. А эта же трава, если бы его скосили, оставили здесь, она могла бы превратиться в эту же самую почву. То есть его плодородие бы увеличилось этой почвы, качество его улучшилось. А так мы сожгли все. Естественно, чего можно ожидать от этого? Можно ожидать, что впоследствии пользоваться этой территорией будет все сложнее. Животные, которые, так, кушать будут, но пользы никакой от этой травы уже не будет животных. Погибают от огня и куколки насекомых, и взрослые перезимовавшие бабочки, муравьи, ящерицы, сгорают семена однолетних растений. В результате растительность обедняется и заменяется бесполезными сорняками. В принципе, это не запрещено, но когда человек поджигает, он должен смотреть, чтобы не распространился этот огонь, чтобы не было нанесено вреда ни людям, ни животным. Пророк Мухаммад ﷺ сказал: наилучшим из вас является тот, кто является более полезным для общества.
А тот, который поджигает траву и постоянно вред наносит людям, то мы можем понять, что это противоположная сторона этого хадиса. В МЧС предупреждают, меры наказания будут применяться самые строгие, вплоть до уголовных дел и штрафов. Для граждан это 2000 рублей, должностным лицам грозит от 5 до 15 тысяч, а в случае нанесения ущерба соседям более 250 тысяч рублей. Зелимхан Калоев, Джамал Тамасханов, Новости 24.